ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Центре детского творчества, известного у ухтинцев как Дом пионеров, начался масштабный ремонт. Он займет почти 1,5 года. За это время здание обновят полностью. Поменяют коммуникации, сделают косметический ремонт, облицуют фасады, при этом сохраняя некоторые элементы. Мозаики с юным пионером и Юрием Гагариным точно останутся на своем месте. Помещение, которому уже за 50, частично находилось в аварийном состоянии. Сцены не пользовались последние лет 8, а в спортзале и вовсе было страшно находиться. Его снесут полностью до фундамента и выстроят заново. У нас почти на 80-90% демонтирован первый этаж, демонтирован зрительный зал со сценой, демонтирован спортивный зал. Спортивный зал не полностью, то есть каркас остался, а внутрянку, естественно, полностью все с оконными блоками. Все демонтировали. По плану на следующей неделе у нас строители примутся за второй этаж. Потихонечку, помаленечку мы его высвобождаем. Но думаю, к концу месяца мы освободим полностью. Все объединения центров, в которых занимаются 1200 детей, свою работу не прекратят. Их распределят по другим образовательным учреждениям. Так же, как и большую часть сотрудников. Тем, кому не смогут организовать рабочие места, в основном это персонал, обслуживающий помещения, будут оплачивать 2/3 ставки за простой. По самым лучшим прогнозам, в родное здание они смогут вернуться к началу следующего учебного года. Дольше продлятся работы в детском парке. Его тоже ожидают кардинальные перемены, пока он открыт для посещения, но тут начались подготовительные работы. Все растения уже, что называется, отточковали изыскатели. И благодаря им мы, конечно, узнали, что деревьев в парке находится 7,5 тысяч, средняя длина дерева 23 метра. Это никто вырубать там ничего не собирается, их просто фиксировали, отсъемка для составления проектной сметной документации, и, соответственно, дальше это все будет заноситься. Какие-то вырубки, конечно, будут, но они все будут по минимуму. Это и требования Газпромтрансгазфлота, это и требования местной администрации. По плану в парке появятся 3 зоны: общественная с беседками, молодежная с площадками для скейтеров и детская с качелями и каруселями. Обновление ждет и зоопарк. Правда, пока открытым стоит вопрос, куда на время ремонта перевезут животных.